покачивает немножко. Всем приветики. Что сегодня у нас? Какое сегодня число? 23 седьмое, 23 июля. Погодка шикарная. Немножко такой ветерок обдувающий. Немножко облачка, вот как вы видите, можете видеть. Здесь это мы на площади Победы находимся сейчас. Сейчас вон в том направлении будем двигаться. В направлении дамбы. Там у нас находится городской пляж. Посмотрим, сколько там народу сегодня. Сегодня суббота. Поэтому, возможно, там есть люди, которые там отдыхают и загорают. Так, ветерочек, как бы он там не задувал, а? Слушайте. Как бы он там не задувал. Так, 4 человека смотрят. Всем привет. Город Якутск на связи. Погодка у нас хорошая, так тепло. Немножечко ветерок такой. Там смотрел, сколько я градусов, 25-26. Но немножечко ночью сегодня дождь был, поэтому оно все освежило, стало хорошо. Так немножечко чувствуется такая испарина в воздухе и некий комфорт. Так, смотрите, тут все позарастало. Вот это местечко рядом с дамбой, ну, позарастало растительностью. Так, туда что ли сигануть? Тут я уже ходил, ну, вон там танк. Там опять детишки, как всегда, лазят. А мы, наверное, вот сюда вот сиганем с вами. Так, я не вижу экран, к сожалению, совсем. Дмитрий Виномалов на стриме, самые стойкие, остальные спят. Ну что спать-то уже? Смотрите, сколько времени. Сейчас у нас 4:46, то есть почти 5 часов вечера. И, ой, получается плюс 6 Москва. Сколько там? Почти 11 часов дня. Неужели в это время люди спят? Так, ну тут я бы туда бы прошел, но тут вот эта вот теплотрасса, она мешает проходу. Так, постараюсь поровнее так вот водить. Березочки, смотри, какие у нас тут выросли. Красивые березки, да, вот. Все-таки дождик, это хорошо, когда дождик, да? Смотрите, дождик пройдет, он всю вот эту пыль приглушает. Все-таки вот начинает травка вылазить. Все это освежается. Все комфортно так делается. Ну, сейчас наиболее такие благоприятные все-таки вот в Якутске времена, когда... Так, Дмитрий Мил на стриме, самые стойкие, остальные спят. Привет, француз. Уфа-Сити, привет. Как пляж называется? Городской в Крыму, время около 11. Да-да. Ну, как он, городской пляж. 202 микрорайон, дамба. Я туда попытаюсь подойти. И там видно, да? Лазят. Ну, у нас солнце уже получается, оно 5-й час в закате, но все равно оно как бы прогрелось. Что там, компрессор стоит какой-то? Не генератор, он тарахтит, мешается. Шум создает лишний. Но березки хорошо у нас тут. Да, 11 утра в западной части России, европейской. Понятное дело, у нас 6 часов разницы, плюс 6 Дальний Восток. Так, как бы тут сигануть-то? Туда вон мне надо, угол срезать. Ну, ладно, придется вот так вот обходить. Вот таким вот каком. Другого пути нету. Можно было идти оттуда, но там машины ездят, которые создают шум, дискомфорт, естественно. Давайте вот так вот пройдемся с вами. Ну вот, по сути дела, вот мы вышли на дамбу, которая была построена в далеких 60-х годах прошлого века.
Ну, а когда-то здесь вот протекала река, была протока. Вот между, вот тут Якутск получается, край Якутска, а здесь все вон до туда, аж там, где вот краны, там остров. Вот до этого острова здесь такая широкая протока была. А там за этим островом еще река. Где-то протяженность, ширина где-то километров 8. Вот ширина реки в этом месте Якутска. Такая вот, это только ширина. А длина реки Лены 4400 километров. Считается одной из самых длинных рек. Это на территории, значит, Евроазии. Ну, она без притоков, чисто, значит, длина ее устье вверху в районе озера Байкал, по-моему, в 11 или 7 километрах. Ну, соответственно, вот она втекает в море Лаптевых, Северный Ледовитый океан, 4400 километров. Общая продолжительность, протяженность реки без притоков. Это там, если считать, у нас река Обь, она там Иртыш, Енисей, там всякие вот эти вот притоки идут. То есть, а здесь вот чисто река. Вот такая вот длина. Так, сейчас иду, я тут против солнца. Немножечко мне некомфортно читать экран. Как вы понимаете, засвечивает на солнце и фиг что разглядишь, фиг что разглядишь. Фиг что разглядишь. Уже какие-то отдыхающие здесь, загорающие идут с пляжика. С пляжика идут загоревшие, черные люди. У нас, кстати, в Якутске можно очень хорошо, ну вообще в Якутии очень можно хорошо загореть летом. Правда, загар такой, в отличие от южного, он черноватый получается. И как бы может сойти побыстрее, но все равно загорают люди очень-очень до такой черноты, уж густой. Поэтому, смотрите, вот водоемы. Это вот там вот кругом вот эти водоемы, острова. Так что, о, смотрите, воробей. Воробей, он, ух ты, смотрите, рыбак. Что он там делает? Он что-то ловит. Видно, нет? Читать комментарии. Слушайте, ну у вас в Якутске местность как в степном Крыму. Сейчас мало растителей, сухая трава и жара. Вот это лучше. Ну да, дождик пошел. Вообще-то пошел у нас. Ага, сегодня ночью дождь лил, поэтому сейчас более-менее комфортно. Такого нету. Такой сухости. И, кстати, у нас со вчерашнего дня, получается, дыма нет в городе. Смотрите, дыма. Небо чистое, идеальное. Дым разогнало, короче. Тут же надуло, откуда-то, говорят, с Хабаровского края дымина вообще был. Тут небо было, солнца не видно. Вон рыбачок. Видно, да? Сейчас мы его приблизим. В этом приложении немножечко... Блин, вот эти вышли опять. Как мне его... Блин, когда нажимаю, оно... Короче, ладно. Не буду я. А то еще что-нибудь собью с этими настройками. Хотел приблизить. Вон рыбак, видите, да? Что-то рыбачит здесь. Вот эта местность, она вся заросла вот этим камышом. Тальник здесь видно. Ну, уровень, говорят, в реке у нас повысился. Сейчас, кстати, мы пойдем посмотрим реально сколько. А вот это озеро у нас, ТЭЦ. Вон там ТЭЦ, теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает город горячей водой, отоплением. Соответственно, у него вот такой резервуар здесь замкнутый сделали. Поэтому это озеро. Так, ну и давайте рванем. Сейчас дальше рванем. Вот это, кстати, все, вот это вот где мы сейчас идем, вот этот квартал, он намывной. То есть этой суши здесь не было до 80-х годов
прошлого века. Значит, в Советском Союзе вот этот микрорайон 202 намыли. То есть это стояли тут большие-большие такие трубы, которые качали песок водами. Он оттуда песок перевозился вот сюда вот. И вот это все намытый песок. Несколько метров толщина песка. И на нем построили уже, соответственно, вот этот микрорайон, 202 микрорайон. Там дальше уже потом впоследствии намыли 203 микрорайон. Еще говорят, там есть перспективы по развитию дальше туда намывания песков, строительству. Там дальше. Так, ну здесь байки у нас, смотрите, прокат байков, электробайков. Смотрим. Вон, пожалуйста, скутера я вижу, можно поэтому взять. Так, памятник. Это памятник у нас. В честь столетия регулярного судоходства на реке Лена. 1894-1994 год. Вот там лодки вот такие вот. Тут, кстати, новый венок положен. О, у нас тоже чайки летают, смотрите. Но они, конечно, не те чайки, что на Черном море. Вон она идет. Они меньше. И с черной головой. Сейчас я попробую к ним подойти. Видно, да? Так. Ну, здесь фуд-зона для питания. Ну и видим уже, что вот здесь вот активно машины начинают быть припаркованы. Здесь машин целая куча, потому что тут пляж городской, соответственно, люди приезжают, а там вот зона киоски, зона с питанием, всякие разные, чебуречные, бургерные, шашлычные и так далее. Сейчас мы перейдем туда. Я туда не буду заходить. Наша цель просто на дамбу, на пляж посмотреть. Ну вот, видно, да? Всякие разные. Тут, если вы проголодались, вы можете подойти и что-нибудь слопать, попить кофе. Вот такая активная точка. Так. Что-то у меня Максим выскочил. С чего это вдруг приложение, сообщение? Я не понимаю. Так, вот здесь можно пройти. Тут что-то кто-то отжимал. Мы не будем здесь ходить. Так, где там у нас вход на пляж сам? Ну, уже в Якутске солнце начинает на закат идти, как бы, поэтому жара начинает спадать после середины. Так. Много. Вот, по сути дела, городской пляж. Все, мы вышли сюда. Городской пляж. Майами. Майами. Можно вот здесь вот покупаться. Можно вот напротив, кстати, вот здесь видно, да, сейчас включить, блин, да что такое. Ну там вот, короче, вдалеке видно, да, лодочная станция. То есть вы можете там прифрахтовать лодку, катер, яхту и, соответственно, отсюда отплывать, то есть вы сюда доехали и, соответственно, можете туда куда-то на острова уехать, там рыбачить, загорать и так далее. Ну, для этого, соответственно, у вас должно быть разрешение на право вождения маломерными суднами. Тоже там надо соответствующее разрешение иметь, сколько я знаю. Все это выдается. Так.
пахнет, а? Прямо хорошо. Да. Песочек видно, да, какой чистенький, хороший. Ну, там, смотрите, буйки вот эти вот, буйки, буйками вот, значит, уже зона территории ограничена плавание, купание. То есть видим здесь вот эта будка, которая люди на ней, соответственно, контролируют за состоянием пляжа, кто как купается, спасатели. Давайте туда подальше пройдем. Кстати, когда был высокий уровень воды, вот вода доходила практически до второго этажа сооружения, вот сюда. Вот у них стоит, видно, оборудовано, спасательные круги развешаны вдоль побережья. Вот там для детей видно тоже ограждения какие-то отдельные, совсем мелко, чтобы было. А тут, похоже, были какие-то дощечки или что? Убрали или нет? А, тут, похоже, какой-то этот ездил. Так, мусорки расставлены. Так, вот. Давайте сюда залезем на эту часть набережной. Урны, цветочки. Вот можно вот так вот по вот этой брусчатке идти, в общем-то, более-менее комфортно. Более-менее прогулок. Для прогулок. Территория, ну, крайне мало, конечно, да, в городе таких вот мест, где можно погулять, чистеньких. Девалочки, как вы видите, люди переодеваются, купаются, зона очищена, здесь скамейки есть, можно посидеть. Но это сделано относительно недавно, все вот это вот несколько лет назад, насколько я знаю. Давайте подойдем к речке непосредственно, пощупаем, ну, как водичка вообще. Помост есть, лесенка. Тут волейбольные, смотрите, площадки. Люди. Вот еще одна вышка спасательная, видите, да? Работник на пляже работает, следит за людьми, чтобы не плыли куда не надо. То это чревато. Так, ну давайте подходим к реке. Так вот, ровненько. Так, не туда, главное, в воду не залезть. Ой, слушайте, вода-то теплая, вообще градусов, не знаю, градусов 25 точно есть. Хорошо прогрелась. Вот здесь вот как бы мелководье, там, где, конечно, течение, да, какое-то, там холодно. Вот она очень хорошо прогревается, вода, и здесь тепло, ну, люди купаются в комфорте, в общем-то. Волейбол, пожалуйста, пляжные виды спорта. Ух, вот такой небольшой пляжик, ну, народу что-то здесь сегодня не так много. Ну, еще завтра день будет. Поэтому, в принципе, у нас далеко куда-то не надо. О, видали, да? Гол забили. Куда-то далеко не надо идти, выезжать. Вот можно здесь рядом, непосредственно в городской черте, покупаться. Вот она там, полочная станция. Так, сейчас я вон до туда дойду откуда-нибудь, и мы почитаем ваши комментарии. Вот народу-то сколько сидит, да? Смотрите, общественная организация волейболистов. Ух ты, ни черта себе.
Вон у них тут сколько этих сеток натянуто. Несколько штук. И вот, пожалуйста, ох ты, тут даже какие-то спортсмены или что. Смотрите, сколько сеток. Раз, два, три, 4, 5 сеток. То есть, да, сегодня что-то немного. Вот, по сути дела, я вам показал весь пляж городской. На даме, ну здесь он уже кончается. Ну, песочек чистый, хороший. Приходите сюда со своим покрывалом и, соответственно, загорайте, купайтесь, вода теплая, нормальная. Ну, у кого есть возможность, конечно, машина, транспорт какой, можете куда-нибудь упилить подальше. Куда-нибудь упилить подальше, ну, кому лень или ограничен средствах, вот, может сюда пройти. А за состоянием воды следят тут, соответственно, санэпидемстанция берет заборы. Поэтому, если что-то обнаружат, они, конечно, запретят купание, соответственно. Ну, чистенько, все убрано, я не вижу, как раньше. Смотрите. Ну и все. Здесь вот, по сути дела, забор. И туда уже здесь городской пляж кончается. Городской пляж кончается здесь вот. Вот. Тут я чувствую, это профессиональные уже какие-то Усть-Алданские, я вижу, соревнования проходят здесь. Вот так вот. Смотрите, спортсменки. Девушки-красавицы. Там получается здесь девушки, а там парни. Так, так, здесь у нас зона для занятия спортом, всякие тренажеры. Кто хочет покувыркаться, вот, пожалуйста, здесь может на этих турниках подтягиваться. Так, давайте вот туда в тенек встанем, и я почитаю, кто что пишет. Да, 5 гол забили. Сейчас в тенек, в тенек. В тенек. Вот отсюда еще лучше видно. Так, чат. Такси Максим что-то. Да, что-то приложение установлено, сам по себе что-то всплыло и начало мне что-то говорить. В Крыму чайки хохотуни называются, потому что их крики похожи на смех ребенка. По размерам они, конечно, гораздо больше озерных чаек. Ага. Это озерные чайки с черной головой. В Уфе такие же. Ага, спасибо. Какая рыба ловится? Да полно рыбы всякой. Я не рыбак, но всякая. Кто какую выловит. И окунь там, и ёрш, и так далее. Так, местность как в степном Крыму. Так, видно рыбака. Озеро, наверное, теплое. Круглый год, если сток СТЭЦ идет. Да, там СТЭЦ. Но сейчас я не знаю, вот, у нас летом оно уже выключено. И, ну, так, далее. Купаться будете? Нет, ветер плохо слышно, француз. Да, ветер шумит, микрофон периодически. Песочек, как Кучкуевский сестры. Да, похоже, француз. Да, народ что-то нет сегодня. Ну, народ есть. В принципе, он есть. Его, правда, не так много. Это и хорошо. А зачем много, чтобы было людей? Давайте вот сюда вот пройдем. Сюда полюбуемся. Кстати, у нас же в Якутии вот немножко повысилась в воде, в реках уровень. Поэтому мы видим, что здесь высокий уровень реки. Смотрите, он обычно в это время пляж где-то там ниже, метров на 5, наверное. Ага.
ну, на 3 метра точно ниже. А сейчас вот из-за того, что дожди были и уровень в реке повысился, ну, он пока не критический, тут еще прилично. То есть сейчас как бы уходит уже вода, поэтому проблемы абсолютно такой нету какой-то. Затопление уже. Вот можно отсюда, смотрите, за волейбольной командой понаблюдать, как они играют. 2 команды играют, или даже 3 там, видно. Это надо уметь вот этот мячик ловить на руку. Оба, прямо в этих прилетело. Видно поле, вот это, там какая-то веревочка натянута. Соответственно, размеры ограничены, да? Ну, вот там вот лодочная станция. Вот она. Надеюсь, тут связь хорошая, хорошо видно. Короче, вот это остров. За этим остров шириной там километр или 2, а потом дальше еще река идет. И там уже получается с другой стороны Нижний Пестях. Вот. По сути дела, вот это то, что я вам хотел показать. Вот это городской пляж города Якутска. Так, ну а теперь что? Можно вот в эту сторону пойти. О, кстати, вот эти чайки сидят, вот эти черноголовые, вот они какие озерные, да? Мне написал Уфасити, спасибо. Вот они какие. Ветерок дует, извиняюсь, конечно, но ничего не поделаешь. В принципе, вот если туда идти, дальше проходить, здесь, там дальше тоже люди сидят и загорают. Кстати, вот там я вижу, даже купаются, что ли. Давайте туда пройдем. А тут-то сколько чаек, вон там их село на заборе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук вон они сидят. 7 штук, кстати. Смотрите, здесь лодки. Вот эти катера. У них что, здесь соревнование какое или что? Что это они? Они вот... Ну, сегодня выходной день, видите, да, это лодочная станция. Получается, люди сюда на свои лодки садятся или арендуют. И, соответственно, ну, если права там есть, на водный вид транспорта. И, соответственно, можно вон туда уплыть, там по протоке, туда дальше на острова, на Лени. Можно уплыть. Так, ну давайте туда дальше пройдем, посмотрим, что там хорошего. Надеюсь, связь более-менее нормальная. Так, здесь получается заградили для проезда машин. Сейчас уже вечер, у нас сейчас 5 часов 13 минут. Вот, можно наблюдать компании. Сидят здесь на берегу, вот на камушках вот на этих. Отдыхают люди. Многочисленные вот эти лодки с моторами, катера. Плавают тоже здесь. Не сильно трясет. Надо попробовать какую-то программу, которая бы стабилизировала картинку каким-то образом во время стрима. Не знаю, есть или нет. Пользуюсь обычной ютубовской. Сейчас еще ветер дует. Видать, вам он здорово мешает тем, кто слушает микрофоны. Смотрите, выходят, стоят, смотрят.
этого дома прямо взял, вышел и тут прямо плюхнулся в речку, искупался. Такой как бы, если ты с будуна хорошего утречком ополоснуться, да, протрезветь. Так, и здесь мы видим, вот сюда вот можно спуститься. Вот здесь он гравий. Гравий. Немножечко неудобно, конечно, да? Вот здесь тоже зона спортивная. Баскетбол. Да. Много. Здесь компании сидят на берегу, отдыхают. Ну, кому лень, говорю, куда-то ходить, могут здесь доехать, в принципе, до сюда на автобусе или пешком тут дойти. Тоже недалеко. И окунуться вот в эту атмосферу. Воздух чистый. Вон еще одна лодка, катер плывет. Видно, да? Некоторые люди вообще никуда даже не ездят, чисто в Якутии отдыхают. Тут у нас можно вообще шикарно отдохнуть. Экология чистая, не загажена. Просторы бескрайние. Поэтому, если у вас есть средства, возможности, там компания, соответственно, с которой вы можете куда-то рвануть, это особых проблем не составляет. Ух ты, а там что, сапсерфы, что ли? Сапсерфы. Давайте ближе подойдем. Вон я вижу детишки здесь что-то ищут. Ой, это что за труба такая интересная? Такая посреди труба прямо стоит. А, это похоже какая-то котельная или что это такое? Так, вот тут бы, конечно, хорошо было бы асфальтику еще, да, подделать. Какую-нибудь точку, поэтому я так, ну ладно, и то хорошо. То хорошо, что так сделали, что так насыпали. Здесь вот какие-то, это, видать, перед паводком было насыпаны эти кучи гряви дополнительно. Так, ух ты, а здесь песочек, смотрите. У нас песочек, и можно вот так вот прямо встать. Вот, смотрите, сапсерфы. Вот их там несколько штук. Так как мне вылечить, да? Раньше катамаран можно было арендовать, сейчас что-то я не видел, они вообще есть. Покажи красивых девушек. Вон они, красивые девушки на лодках. Я не могу приблизить, у меня, потому что я когда пытаюсь вот приблизить, да, у меня выходит чат. Летом Якутия курорт. Да, конечно, да, курорт. Ну, вот начиная где-то, может, с начала июня, да, уже жара быть. С начала июня и так вот до середины августа. Ну, потом, конечно, уже где-то с 20-х числов июля уже жара на спад идет. Но все равно можно купаться. Тем более нынче, смотрите, уровень реки какой высокий, в принципе. И вода чистая, не замутненная, поэтому можно девушек показать. Да, надо с этой, со специальной техникой приходить. Телефон как... Ой. Ай, сейчас вот я туда вот попытаюсь спуститься. Господи, как бы тут не грохнуться. Тут гравием. Ё-моё. Рыбак идет, видно еще. Кто хочет порыбачить, пожалуйста, взял удочку вот сюда. Или вон на этот остров можно туда. Там тоже я вижу вот на той стороне. Там вижу машины, палатки. И люди там просто приезжают на транспорте своем. Если там дорога, конечно, есть. Можно там тоже потусоваться. Вот вам девушки, вон они на сапсерфах. Тоже есть что поснимать, слушайте. В
Прикольно. Так, а как бы мне приблизить, а? Да что ты, чат, уйди, а? Несчастный. Как мне так его закрыть? Оп. Интересно некоторые. Так. А, во. Видите, я приблизил вам специально все для вас. Все для вас. Вот они, видите, да? Там я уже не разгляжу. По-моему, и девушки. Ой, одна упала, смотрите. Одна упала. Это девушка или парень? А, это парень. Парень упала, девушка. Вон она гребет вперед. Дали, да? Что там, волнение, что ли? Почему они не могут стоять? Хотя, в принципе, особо. Ну, немножко есть, ага, ветерок. Вот, все для вас специально. Даже приблизил, додумался. Вот мужчина стоит. Видите, да? На удочку пытаются что-то там, наживку, да, или что-то на крючок, наживочку. Ой, блин, куда он ушел-то? Наживку. И, видать, хочет рыбку какую-то поймать. Ну ладно, обратно наведемся на девушку. Смотрите, вот она. Вот вам девушка. Кто хотел. А эти акробаты вот там что-то плавают. Местные вечера хвастались, но забыл, как называют. На чем девушки вдали рассекают. Сап-серф. Слышно, да? Сап — это и серф. Вот такая, короче, надувная доска с палкой, ну, с веслом. И там, короче, вот она, на ней плавает, вон она. Видно, нет? Так, блин, как увеличить-то? Во, смотрите, я вам вот еще крупнее сделал девушку. Все для вас. Все special for you. Но приближение электронное, поэтому такое качество, конечно. Еще мне приходится вот так вот четко держать. Слышно, да? Ага. Девушка и вот это вот какие-то парни. Вот на них видно эти спасательные жилеты. В принципе, это так должно быть. Да. Потому что река, шутки плохи. Здесь течение, соответственно. Раз течение, значит, очень надо быть осторожным. А там он какой-то катер еще плывет сзади. Видно, да? А здесь девушка на сап-серфе. Вот она вот так вот. Так, уменьшаю. Ладно, уменьшаю. Как не уменьшить-то? Блин, опять этот чат. Я вот не могу уменьшить нифига. Да ё-моё, ты уменьшайся. Давай, уменьшайся. Вот я уменьшил, да? Похоже. Надо вот в этом окошке, где нету этих сообщений. Все слышно. Все для вас. Смотрите. Давайте к речке подойдем. Я говорил, я уже пробовал. Вода вообще идеальная, тепленькая, хорошая. То есть градусов 25 прогрелась. Чистенькая водичка. Ну вот как в речке, она такая немножечко зелененькая, но это речка. Вот многочисленные там рыбаки я вижу. Многочисленные. О, ладно, давайте наверх. Ой, тут бабочка летает. Смотрите, какая красота. Видно, нет? Бабочка. Беленькая. По-моему, как называется? Капустница, да? Вон она кружит. Капустница. Ну, я знаю, по крайней мере. Особо я не ботаник, чтобы в этих во всех зверюшках, насекомых разбираться. Так, идем. Ну, кстати, такие вот бревнышки, можно на него сесть и сидеть, рыбачить. Кто вас за это не укусит. А говорю, у кого есть возможность или там желание, вот
лодочной станции может лодку, моторку и на ней куда-нибудь упилить вон туда, вон далеко. Отдохнуть нормально. Нормально отдохнуть. Хорошо, что в Якутске вот эти 2 дня нету дыма. Это очень-очень-очень хорошо. В прошлом году, я помню, все лето был дым, а сегодня его не стало. И вчера, ну, дожди, видать, все-таки забили, да? Ну, работают, тут, говорят, самолеты, которые вызывают дожди, прилетели. А вообще сам дым откуда-то с Хабаровского края надуло. Так что здесь у нас масштабы вот такие вот. Так, чуть не грохнулся. Эти по ровной поверхности лучше пойдем. Ноги побережем. Вот тут тоже песочек, смотрите. И вот здесь получается то, что вот эти вот сапсерфы, я не знаю, как они, или сами это люди их с собой привозят, или где-то в аренду берут. Вон видно, да, там эти датчат, господи, как ты надоел. Вот. О, видно, да? Вот, сапсерф. Там, фотосессия, смотрите, он фоткает. Смотрите, вот. Чем ваш не пляж Майами, да? Песок, сапсерф, водоем, река. Так, давайте их поймаем. Так, это мужчинка плывет, да? Я так понимаю, с веслом. А это вроде бы как девушка, да? Или вот эта девушка. Она присела на корточки и вот так вот плывет. Так что, в принципе, можно вообще никуда не ездить. Тут у нас и сапсерфы, и река, и рыбалка, и все, что хотите. Весь кайф. Уменьшаю картинку. Неудобно. Так. Еще погода такая хорошая, ветерочек такой, знаете, обдувает, так комфортно. Вообще кайф. Сильно не пекет. Нету такой жары, такой, знаете, как где-то бывает, что там на юге там приехал, и там из тебя испепеляющая жара, вот это вот, и ты куда-нибудь должен слинять под кондиционера. Зачем тогда, спрашивается, куда-то ехать, если находиться в номере под кондиционером, да? Смысл какой? Вот, смотрите, где-то там в Дубаях сейчас говорят, температура 49 градусов тепла. Это же вообще кошмар. Как там можно вообще находиться? Это ненормально. Поэтому надо отдыхать вот в умеренном климате, где вы живете, пользоваться временем пользоваться, которое дается природой. Так, я вот хотел еще тут спуститься. Блин, как тут неудобно-то. Можно вообще улететь, блин. Хорошо улететь можно. Блин, ё-моё. Так, осторожно идти. По этим камушкам. Кстати, я был вот в Крыму, Семиис, и там камни на новом пляже примерно вот такие, как здесь насыпаны. Вот такие вот. Но тут пляжа-то нету, тут просто отсыпка идет вот этой территории, чтобы как бы отсыпано, да? Ограждение, да, тут песок, а вот таким гравием отсыпано. А там на пляже вообще жесть. Там я как встал, так я идти не смог никуда. Думаю, ё-моё, как оно больно-то, ногам. Как оно больно-то ногам. Смотрите, тут какой дом шикарный. Вот этим люди вообще шикарно. Они вот здесь живут. Они, допустим, летом могут тут выйти. И вот тут сразу вам пляжик. Там девушки сидят. Тут сапсерфы. Ой, сапсерфы. Ох, вот смотрите, кстати, тут водичка была, следы остались. Песочек вот какой.
трещат немножко. Ну а так в целом очень комфортно. Комфортно. Немножечко тут водичка осталась, видать, после этих. О, начинается там. Так, короче, дело к ночи было. А я вот туда отошел, короче, вон туда. И связь там пропала. А я хотел там немножко поближе как бы поснимать. Поэтому мне пришлось обратно вернуться. Извиняюсь. Так что здесь вот такой какой-то провал есть сотовой связи, интернета. Ладно, придется обратно залазить. Так, как меня там слышно и видно? Все слышно. Местные хвастались вчера новым, забыл как называют, на чем девушки вдали рассекают. Сапсерф, скальником. Летом Якутия круто, да, согласен. Курорт, да еще экологически чистый. Тут, с одной стороны, конечно, у нас удаленность, цены вот препятствуют развитию туризма активно. А так вообще люди приезжают, кто ценит действительно чистоту, экологию, рыбалку, охоту, сюда приезжают. Река вообще шикарная, сами видите. Но это не река, это тут часть протоки, поэтому там река уже дальше. Надо на реку туда отдельно ехать. Может быть, как-то мне надо будет взять технику и попытаться доехать пешком. Идти туда неохота. А на спецтехнике, такой как, допустим, велосипед, можно запросто доехать и поснимать уже саму реку непосредственно, где она протекает. Здесь уже тень вот этих домов. Вот тут два дома таких шикарных. А вот здесь, смотрите, есть между домами такая дырка. И здесь солнышко. Ну, сейчас время у нас уже 5 часов 34 минуты. В принципе, уже как бы уже солнце не так сильно пекет, хотя купаться можно, вот если уже загар, конечно, не пристанет в это время, но покупаться в речке можно, спокойно посидеть на бережку. Вот. Купающиеся, отдыхающие. А вот это вот здесь, кстати, это станция лодочная. Вот это вот. Ой, господи, блин, прямо камень мне по ноге. Ё-моё. Вот эти вот судна на воздушных подушках здесь стоят. Видно, да? Вот на них, когда река во льду, можно, соответственно, туда, на тот берег, куда-то сплавать. Нептун 29-26, это большие такие вот катера. Вот сзади видно, да, у них большие такие пропеллеры, 2 штуки. И они, по сути дела, по любой поверхности могут передвигаться. Да? Сами поднимаются, и что лед, что суша, что вода, им, в принципе, по барабану. Так, ох ты, смотрите-ка, что я тут еще увидел. Так, кстати, здесь ООО Лена Турфлот. Безопасные перевозки. Касса, тут даже можно куда-то сплавать. Вот здесь вот пойти. Здесь переправа Якутск-Нижний Бестях. Вот такие вот судна ходят. Вот тут даже, смотрите, вышка наблюдения есть. И вот эта часть, она отгорожена. Ух ты. Тут тоже, смотрите, купаются. Вот получается, это вот 203 микрорайон кончается, да, вот он. Тут дорога вот такая вот
невзрачненькая, да? Песочек с гравием. Вот до туда доезжаете, да? И здесь, ну это для таких абсолютно ленивых, вот здесь вот прямо плюхаетесь и можете купаться. Вон там качаек-то сколько плавает, а? Ого. Так, и здесь видим, люди подходят, еще подходят, несмотря на то, что вечер 5 вечера. И здесь вот такой вот водоем. Здесь вот такое озеро, да? Я, кстати, как-то ходил, оно было сухое. Это я весной снимал, да? Вот это озеро, но оно мелкое, и в нем тоже мы видим, плюхаются люди. Давайте чуть туда, ой, пониже спустимся. Ну, здесь песок, такой вот наш майамский песок. Ой-ой-ой-ой. Никакого вам Майами не надо. Все в шаговой доступности, как говорят. Ну, а тут, видите, плюхаются. Ну, тут запах, конечно, такой. Я бы, честно говоря, немножечко воздержался бы, да, от купания в этом водоеме, да. Тут вот надо, по идее, вот здесь вот купаться. Здесь вода чистая. Тут чаек. Сколько здесь чаек? А здесь получается просто вот такое углубление, как бы, да, и оно во время паводка заполняется водой. Вот что мы видим, ага, и вот оно получается здесь озерко вот такое вот. Во, с колясками приходят. О, люди еще идут люди. Давайте туда пройдемся. Мне даже самому интересно стало. О, видали, да? Тут лягушатник это так называемый, да? Лягушатник. Так, здесь вот такие вот кусты. В них можно переодеться. Естественная переодевалка, так называемая. Ух ты, смотрите, она куда запряталась. Вон там под кустик села, и вот это они прямо плюхаются. Видно, да? Тут мы уже не пройдем. Ну да, эту зону немножко, в принципе, если подчистить, но это не пляж, это так, как говорится, самопроизвольно стихийный образованный пляж. То есть совсем каким-то лодырем, видать, которым лень вообще куда-то идти. Они могут здесь просто плюхнуть. Так, а что там такое? Давайте-ка посмотрим. Там загудело. А, это... Так, где тут пройти? Тут кто-то на велосипеде. Так, надеюсь, качество связи более-менее. Можно вот так вот выйти. А, поплыл. Смотрите, вот это судно на подводной подушке, оно поплыло. Оно, видать, набрало клиентов и поплыло. Видно, да? О, нормально, да, видно вам? А вот еще вот эти вот катера тоже плавают. Туда, вон. Мужчина на сап-серфе плывет. Смотрите, тут какие места интересные. Тут можно... Тут песочек, тальничок. Ну, уровень, я говорил, он повысился воды за последнюю неделю, да? А вот смотрите, на сап-серфе даже здесь, смотрите, сколько их там, трое, да? А, это двое сидят на сап-серфе. Ну, чем вам не Майами? Бич. Кто там скулит, что у нас отдохнуть некогда? У нас шикарный отдых на 5 баллов. Вот эти лодки. Сап-серф. Вот такие вот самые последние модели. Самые последние модели.
кругами, вон, детишки, пожалуйста. Ну, тут главное, конечно, тут далеко не заплывать, не лихачить на воде, потому что здесь мы видим водный транспорт. А вот это, по-моему, даже это водный мотоцикл, что ли? Вон там, я вижу его. Точно, водный мотоцикл. Пожалуйста, кто-то рассекает на водном мотоцикле. Угу. Вон какой пейзаж, пожалуйста. Водичка вообще вот здесь вот тепленькая. Вот где мелкота это. Ну просто поснимаю, просто молча поснимаю вам. Город Якутск, 23 июля. Время сейчас у нас 5 часов 42 минуты. А вот это приплывает сюда наоборот. Смотрите, она приплывает. Вот эта лодка с двумя большими пропеллерами. Немножечко, какой, знаете, я его минус скажу. Машкара какая-то есть. Машкара есть какая-то. Вот, а этот, получается, с того берега. Это переправа здесь на Нижний Бестях. Пока у нас моста нету. Пока мост не построен. Вот на таких вот суднах приходится перемещаться. Потому что у нас с той стороны железная дорога до Нижнего Бестяха проведена. И можно на железной дороге уехать уже там куда угодно, в принципе. Куда угодно по железной дороге. Но надо реку преодолеть. Поэтому переправа здесь. Ну, еще в речном порту. В двух местах. Много людей, групп молодежи. И вот это озерко, вот это, смотрите. Такой кратер, в котором вода во время паводка, она тут накапливается. Ну, смотрите, даже кто-то тут копал. Раскопки, смотрите. Можно с палочкой пройти и пытаться что-то найти. Так, или здесь все-таки есть соединение. Подождите-ка, я, по-моему, обнаружил здесь выход, вот этот канал. О, его прорыли специально, да? Чтобы было соединение вот этого водоема. Видно, да? Вот этого водоема было соединение с речкой непосредственно. То есть оно не замкнуто. Давайте туда вот сиганем, я проверю, действительно ли это так. Вот этот канал. Так, идем. Да, действительно, оно связывается. Но здесь такого течения как бы нету сильного, но вода, она поступает, получается. То есть там вода, она такая застойная. Так, ну, а там я уже не перейду. Там не перейду. Здесь тоже не перейду. Мне мой путь один только вот в обратную, вот в эту вот сторону. Можно еще подойти вот сюда вот. Поснимать вот этих вот чаек. Черноголовых озерных чаек. Ну, тут для детишек вообще лягушатник. Смотрите, и Анапы не надо никакой. Да? Песок, солнце, что еще? Ну, единственное, что вода пресная здесь. Ну и что? Даже иногда лучше не надо себя потом обкатывать. Так, ладно, давайте выбираемся. Машкара уже пора в брод иди. Да, ну нафиг, я тупану, там она же глубокая. Вон там тачка подъехала какая-то с колонками. Брод, не пойду я в брод. Так вот, пожалуйста, покрывало. И все проблемы кинули сюда. Крем для загара. О, даже мужчина какой-то, большие люди даже. Но я бы, честно говоря, в этот водоем не стал бы купаться. Ну, многие
И, насколько я знаю, люди все-таки боятся откупаться на дамбе городской, потому что, ну как бы, люди там разные, поэтому немножечко людям бывает страшновато, бояться они. Ну, в принципе, мы сходили, посмотрели то, что водоем, водичка, вообще красота, да? Все-таки Машкара. Все-таки Машкара. Немножечко есть. И здесь вот прямо, смотрите, вон они. А здесь Машкара, знаете почему? Потому что вот этот тальник, да, все-таки они живут, Машка, в этой траве. Я знаю, насколько вот сидишь на песочке, загораешь, да? Ну, а потом надо переодеться, обычно бывает, после. Забегаешь вот в эти кусты, и там столько комаров там. Ух ты. Пес Барбос и чайки. Так, ладненько. Давайте вот в том направлении движемся. Что тут вам еще показать? Сейчас почитаю комментарии. Немножечко тут прибрать, но тут как бы зона, не пляж. Ну, тут пляжа нету. Это самостихийный, самообразованный пляж. Поэтому здесь все зависит от самих людей, которые сюда приходят и здесь отдыхают. Вода почти стоячая. Да, там. Суббота. 23 июля. Красота. Он, получается, вот это вот счастье, ага, там машины останавливают. И прямо можно тут спуститься. И вот здесь вот купаться. Загорать. Тут уже безопасно, да? А туда он дальше, если пройти, там уже непосредственно река. Речка, речка. Кстати, смотрите, какая тут интересная структура. Тут какой-то слой песка и какой-то камень. Интересно. Даже тут обваливается как бы, да? Или это бетон кто-то тут наливал? Нет, не похоже. Зачем здесь? Какой смысл наливать здесь? Многие уже, видно, люди, кто-то уезжает с пляжа. Вот целая семья. Раз, два, три, четыре, 5 человек их идет. Накупались, загорались. Ну, вот так вот, если вы в 11 часов сюда пришли, и до 6 часов, вот как раз до этого времени вам хватит, в принципе, этих оздоровительных солнечных процедур. Главное, не забывайте, что не надо мусорить. Не надо мусорить, и все. Потому что за вами тут никто не убирает. Все это накапливается. Весь этот мусор. Поэтому соблюдайте чистоту. Вот еще. 8 человек смотрит. Ставьте лайки. Все для вас. Якутский Майами-Бич. Пляжи снимаем. Так, ладно. Давайте залазим сюда уже. Вот даже с собачками тут гуляют. Смотрите, какая малепусенькая собачка. Я не понимаю, нафиг таких заводить. Они такие вредные. А, тут бетон какой-то наливали. Смотрите, бетон видно. Что-то тут наливали. Или это... Для чего его делали? Понять не могу. А, это я понял все. Это же микрорайон 203, да?
Вот эти дома, вот, они все на намывном грунте, и чтобы а, вот этот песок, да, его зафиксировать, вот этот бетон здесь, его вот таким вот образом здесь залили бетоний залили. Ух. А тут даже, смотрите, есть, ну, это из бочек урны. Из бочек урны вот такие вот тоже все-таки для людей поставлены. Так, как бы мне тут залезть? Я тут фиг залезу, да? Фиг залезу я здесь. Просто сливали. Просто сливали. А, да, вот этот бетон просто сливали, видно. Ага. Ну, это укрепительное, как бы. Он там уже, он ниже, как бы, он разрушен. Ну, тут потому что вода бывает. Он, конечно, вода все ломает. Вот такая защита своеобразная. Вот эти бетона. Смотрите, какие камни здоровые. Это уже настоящий камень. Ух ты, кстати, стрекоза. Стрекозы. Вот две стрекозы. Обычно стрекозы у нас летают же перед этим, да? Они чуют перед дождем. Потому что мошкара начинает интенсивно летать, и они на нее охотятся. Это явный признак того, что либо к закату, либо к дождю. Так, вылазим, поднимаемся. Ух. Так, а что здесь у нас? Вывеска Якутск, Нижний Бестях, переправа. Вон там она. Дальше. Блин, меня какая-то тварь укусила, слушайте. В ногу. Одел шорты, поэтому жарко. В шортах хожу. Вот. Давайте еще погуляем. Еще немножко поснимаем. Пока заряд батарейки есть. Ну, то есть вот сюда вот прямо вот можно подрулиться на тачке, припарковаться. Вон они докуда идут. Ну ладно, я туда не пойду. Не хочу уже ходить. Ух, а вот здесь автобус 17. Смотрите, он 17 маршрутка. То есть, в принципе, вы можете до сюда доехать на автобусе. Или там раньше сойти. Так, ну что, все я вам поснимал, по сути дела. Жарко. Что-то я пожарчало мне. Ух, на каких штуковинах тут ездит-то, а? Такой, с такими колесами. Он двоих посадил, детишек, и тут наяривает. Как это называется? Мотопед такой прикольный. Фу. Куда-то, знаете, хочется под какой-нибудь кондиционер зайти. Вот знаю, вот если там магазин тока, туда зайди, там кондиционер работает. Ладно, не будем заходить, то может связь там пропасть. Немножко остыть. Ну, давайте теперь здесь прогуляемся по этой территории. Тут есть тенек. И немножечко вам вот этот новый микрорайон, которому нет еще 10 лет, 203 или уже есть. Ну, тут дома вот эти строились немножко с небольшим, с разницей по времени, в годах. Тут тройка ходит, пожалуйста. Блин, комары все-таки. Ай, ё-моё. Насекомые. Ну, сейчас говорят, насекомые даже где-то на море есть, говорят. Тоже досаждают людям. Ну, конечно, не такие, как у нас, да, тут где-то в тайге. Не такие опасные и коварные. Поменьше, но все равно досаждают. Кстати, вот продаются машины места. Я смотрел здесь, вот в этом гараже подземном. Молодые люди с мячиком. Трое идут.
видно куда-то на пляж. Баскетбол поиграть, да, или волейбол. Пиво Руб. Разливные напитки от 0 до 89,9 градусов. Что, так бывает, что ли? Вот, даже спортсмены бегают, смотрите. Девушка пробегается. Пиво Руб. Разливные напитки. Мы открылись. Такая вывеска большая. Здесь же детская школа искусств номер 2. С этой стороны детский сад «Звездочка». Смотрите, какие у них прикольные верандочки такие, да? Видно, да? Такие разноцветно выкрашены. Библиотека. Вот там дальше в здании Smart 2.0.3 и столовая. Такие здесь дома выстроены. Ну и особенность этого микрорайона то, что здесь подземные этажи есть, чего в Якутске в общем-то и нету. Видите, да? Подземный этаж, тут получается это там гараж, подземный гараж. У кого деньги есть, может позволить себе такую роскошь парковаться вот прямо под этим домом, где живет. Так, я сегодня утром в мастерке на работу пошел. Отлично. Вот здесь вообще плиточка вообще вот эта шикарная. Здесь смотрите, как все сделано. Идеально. Просто для Якутска здесь образцово-показательный вариант городской среды. Машин бы тут поменьше было бы этих. Вообще шикарно было бы. То от них шум. Не люблю я эти машины. Лучше уж так вот пройтись пешочком, чем слушать этот шум транспорта, гул, пыль, дым, выхлопные газы. Все это вредно. Все это вредно. А вот это вот такие тут домики тоже, да? Такие кругленькие. Смотрите. Такие здесь построены. На первом этаже, я смотрю, там медицинская клиника Аврора. Здесь такой зеленый город, ответственный ресторан. Ух, солнце как палит, а. Так, здесь что-то в аренду предлагают. Нежилые помещения, парковка. Ну да, вот в этих подземельях здешних. Какой-то кондиционер капает, что ли. Точно накапал, сколько воды. Проход. Туда можно пройти. Кстати, если связь нормальная, не заглохнет у меня, я вам могу дворик показать. Написано дом 17, квартира 177, да, получается. Вот у них в чем особенность? То, что вот вход в подъезды, они на уровне вот дороги. Видно, да? Везде в городе. Ух ты, что я вижу-то? О-ля-ля, фонтан. Везде в городе, у нас дома же на сваях, там где-то расстояние между землей и сваями 1,5-2 метра. И все подъезды, они где-то ниже находятся. Ё-моё, что я вижу, а? Вот это да. Вот это мы пришли. Это фонтан. Самый настоящий фонтан. Надпись: внимание, опасно для жизни. Смотрите, какие мощные струи здесь бьют. Вы видали, да? Вау.
Вау. Вообще шикардос. Я даже не знала. Смотрите, это город Иркутск. 203 микрорайон. Здесь вот такой фонтан. Во дворе просто во дворе дома. Вот такого я, честно говоря, не видел еще. Он довольно-таки подсветный. Смотрите, сюда надо вечером идти, потому что вот там я вижу светодиоды, и они светятся разными огоньками. А вот это чудеса. Когда, интересно, его сделали. Ну как вам такое? Как вам такое? Так, сколько? Так, нормально показывает, напишите там мне. Так, и интересно, здесь, смотрите, вот такие клумбы. Там цветочки насажены. Это возвышение интересное такое из дерева. Здесь тоже вот так вот. Зеленая, смотрите, земля как-то сделана вот так вот. Хорошо, тут жильцы хорошие живут. Не ломают вот это все. Видали, да? Насажено. Уважаемые родители, купание в фонтане создает опасность для жизни и здоровья ваших детей, так как насосное оборудование и подсветка фонтана находится под напряжением. Вывеска. Купаться вашим детям в фонтане не позволяйте. Но это шикардос вообще. Давайте еще туда вон пройдем. Он получается световой фонтан. И вечером, но когда стемнеет, это поздно надо уже. У нас сейчас белые ночи, в принципе, поздно и темнеет. А здесь, смотрите, какая площадка суперская. Вау. Тут такие вот современнейшие какие-то тренажеры стоят. Видали, да? Можно крутить, да? Вот. Наш двор написано. Всякие разные тренажеры. Можно качать мышцу. И специальное покрытие здесь такое мягкое. Вот эти вот штуковины, на которых можно качаться. А это крутилка, да? Это крутилка. Лавочки такие вот большие, широкие лавочки. Там вон разные лазилки. Такие вот ходилки, качалки. Как вам, да? Здесь вообще шикардос. Считаю, вот тут можно полазить, попрыгать, побегать детишкам. Смотрите, это какая оригинальная сеточка натянута. Ох. Видим, здесь у них как бы свой райончик, и они здесь вот велосипеды вставляют. Специально такая зона велосипедная для парковки велосипеда. Даже вот я смотрю, лифт для маломобильных, да, граждан. Вот это вот лифт. Смотрите, подъезд туда можно выше подняться. Да, конечно. Не зря я как чувствовал, что-то увижу интересное. Зимой, когда обычно здесь ходишь, естественно, фонтана этого он тут не работает. Какой у нас зимой фонтан, блин, минус 50 градусов, естественно. А летом вот фонтанчик. Так, интересно, а тут что-нибудь подобное в этом районе еще есть? Вот подобные чудеса. Я сам сейчас чисто случайно даже обнаружил его. Вот здесь разные строения, школа, сады. Так, машина едет.
Там еще зона есть игровая. А там уже фонтанов я не вижу. Видать, это вот здесь вот только его сделали. Конечно, молодцы. Молодцы. Твой маркет. Магазин, смотрите, он где-то под землей. Молочная продукция. Панда. Панда, шманда. Во, точно. То надо вот сюда под низ идти. Здесь магазин получается туда. Ну ладно, не буду ходить, а то интернет пойдет. Да? Ну вот так бы весь город был сделан, было бы идеально. Тут, насколько я знаю, даже вроде бы собак выгуливать нельзя. Вот бы я видел, надписи были раньше, чтобы они не гадили, соответственно. У нас же хозяева собак не убирают за своими собаками. Так, ладненько. А тут куда еще пойти? Туда? Не, ладно, я сюда пойду. Еще раз вдоль этого чудо-фонтана. Это этот Алёша же, короче? Ну, вы видали, да? Видали? Фонтан. Просто во дворе фонтан. Скамейки такие вот шикарные. Вот вам поснимать еще красоты. Ну вообще шикардос. Так, ладненько, давайте дальше идем. И такие вот интересные, здесь большие цифры, это номера подъездов, второй подъезд, допустим, видно, да? Дом такой-то, номера квартир, все написано четко. Видно, да, тут заезды вот такие вот ровненькие. Специально, чтобы можно было удобно на колясочке подъехать, заехать. Цветочки. Цветочки. Кто грызет по ребрике? Не знаю, кто грызет. Кто-то грызет. Так, ладненько, дальше давайте идем. Мы с вами гуляем. Сегодня суббота. Хороший, шикарный день в Якутске. Тепло, хорошо. Дыма нету. Уже как 2 дня. Вот служба доставки. Смотрите, какая-то, пожалуйста. Можете заказать себе еду, вам ее привезут в ваши апартаменты. Вот на таком мотоцикле. Продажа, аренда. Это что такое здесь? Dream. Агентство недвижимости. Сдам в аренду нежилое помещение. 600 квадратных метров сдают тут в этом районе где-то. Цены, все, конечно, кусачие. Так, арендных площадей в городе, в принципе, достаточно много. Много настроено разных больших торговых всяких магазинов, центров. И там очень много площадей, где все это
где товар продают. А сейчас, как известно, кризис, мизис, и люди не очень как бы щедро расставаться с деньгами, меньше покупают. Ну, смотрите, как здесь клумбочки такие вот, горшочки. Тут даже, смотрите, я не вижу вот этих вот шин, то, что у нас обычно бывает, шины такие от колеса, да, ложат туда землю, в середину запихивают и потом цветы сажают. То есть здесь мы видим какие-то специальные горшки, какое-то ограждение специальное. Там он эти, смотрите, ух ты, вообще как-то тут типа эти ромашки или как это называются, вот эти вот. Фу, семечки-то откуда? Подсолнечник, да? ABC Kids Club, детский сад, контур, проектное бюро. Да, и вот тут что хорошо, тут транспорта в принципе ездит немного. Ух ты, кто-то повесил сушиться свой коврик, двигатель его помыл. Раньше я помню с машины или откуда. Раньше я помню вот ковры. Многие, у кого машина есть, они брали, ну, после зимы, летом, брали этот ковер, его сворачивали и отвозили куда-нибудь на берег. Там его чистили, мыли, и он там сох, пока они загорали, купались. И он становился чистым, идеальным. И можно было его заново стелить. А вот это пожарка здесь. Пожарка МЧС. Такие вот большие ворота. Это машины там пожарные стоят. Вот она. Предупреждение, спасение, помощь. Вот даже гидрант, смотрите. Пожарный гидрант. Так, а вот в этом здании находится Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента. Дальше Якутский колледж инновационных технологий. Дальше Восточно-Сибирский лицей. Вот это вот здание. Это уже жилые дома, вот это вот. Вот этот дом с часами. Вот если вам по карману там недвижимость в этом месте, можете тут заселиться. И вот, в общем-то, вам тут в шаговой доступности река. Можно с утреца туда занырнуть, если у вас здоровье позволяет, конечно. Погода более-менее, водичка теплая. Ух ты, вывеска мясной двор, магазин. Вот там я вижу. Вот там дом с часами, такая вот у него архитектура, такие балконы интересные, застекленные. И вот там вот часики. Кстати, я смотрю, часики-то стоят, потому что сейчас 6 часов 15 минут, а там у нас что показывает? 10 часов 10:30. Что-то показывает вообще. Да, солнышко, несмотря на то, что сейчас уже 6 часов 15 минут, оно довольно-таки хорошо жарит. Ну, сейчас мы с него уйдем, с этого солнышка, в тенек, вот по этому переходу. Ну, здесь смотрите, какая дорожка идеальная. И тут можно кататься на каком-нибудь самокате. Так, что, 53 секунды мне надо стоять, ждать. Ну что, постоим, подождем. Да, дом с часами стоит, а часы не идут. Показывают сейчас они у нас время 10 часов 35 минут. Да. Может, эти часы просто для имитации? Или там
Не, ну они когда-то, наверное, ходили, я думаю, показывали что-то. Время, я думаю. Видать, никому пока дела нету до них, поэтому они так и... А в принципе, вот, кому принадлежит этот дом, они должны за этими часами и смотреть. Так, что у нас там? Все, переходим. Какая дорога прямая, видали, да? И тут тоже тротуар вот такой прямой, туда уходит. Да, легко. Так, а мы вот сюда пойдем. Ух ты, смотрите, там какая-то большая птица летает. Но не ворона, а коршун или кто там. Смотрите, вот она какая. Видно, нет? Я снимаю ее. Вон она парит. Она очень большая. Пожалуй, у нее размах крыльев будет больше метра. Мне так кажется. Мне так кажется. Так, все. Это мы уже зашли на территорию 202 микрорайона. Этот микрорайон отличается от 203-го, то что он раньше построен, еще в советское время, и, соответственно, тут дома на сваях. Вот видим свайное основание, на нем уже домины вот эти настроены. Это времена застройки где-то 80-е, 90-е годы вот этих домов. Ну, а с этой стороны здесь вот эти вот коттеджи, дома. А сюда, если там туда идти, там уже пляж. Соответственно, где мы с вами были. Вот такую петлю мы с вами сделали. Сейчас выйдем, вон туда пойдем и выйдем там, откуда мы пришли. Смотрите, вот эти штуковины, как они называются, эти мотоциклы, вот смотрите, такие вот мотоциклы, такие коротенькие, электро какие-то. Они их взяли в аренду, я так понимаю, там он, где на углу этой улицы, где катаются. Плиточка здесь вот такая аккуратненькая, ровненько лежит. Вот что-то меня даже немножко я пропотел. Взмылило, как говорится, взмылило, да? Взмылило. Так, тут еще что-то будет интересное. Сейчас я то, что увижу, я вам покажу. Это вот, КПД дома, видно, да? Вот с таких вот панелей у нас есть домостроительный комбинат, который производит вот такие вот панели из бетона. И с помощью этих панелей быстро можно складывать, собирать дома, строить. Домостроительный комбинат. Много довольно зданий таким образом построено. КПД дома, как говорят сами там. Либо такие, либо более поздней, более комфортной планировки. Забыл, как они называются, ну, там какая-то есть нумерация их, соответственно, этих зданий. Так, еще солнце, вот еще солнце. Дали, да, какое у нас солнце. Давайте в тенек. Кстати, здесь дорога довольно-таки хорошая. Вот здесь, вот, смотрите, гладкая, идеальная. Вот, заасфальтировали все. О, дальше тенек. Еще тенек. Хорошо. Немножко душновато, но я считаю, что это нормально. Главное, что нету вот этой сухости, от которой пыли много поднимается в воздух. И уже становится некомфортно дышать, естественно, пылью.
А вот эти вот коттеджики рядом, двухэтажные эти коттеджики. Ну, они, я насколько знаю, здесь пару семей может проживать. А тут плитка вообще идеальная, смотрите. Брусчатка или как называется. Так, у меня часы запипикали. 8000 шагов я сделал сегодня, что для меня, в общем-то. Ну, я установил такую норму, и надо стараться не меньше вот этого количества шагов проходить в день. О, смотрите, куда мы вышли. Здесь тоже зона есть. Интересно, такие цветочки. Цветочки. Петуния, бабочка. Это точно капустница летает. Куда улетела? Бабушка, куда улетела? Вот такие разные насажены. Разных цветов. Такие вот есть. Такие. Такие. Это у нас любят сажать вот эти вот именно такие цветы. На площади Орджоникидзе, там целая стенка из них высажена. Ну там двух цветов всего. Там красного цвета и белого цвета. Надпись сделана. А здесь вот всякие разные цвета насажены. Это, кстати, называется, сейчас я вам скажу, где мы сейчас находимся. Это называется сквер труда. Смотрите, вот такая вот зона. Лавочки деревянные. Такие вот цветочки. Нормально, да? Лавочки. И вот сама эта вывеска, но почему-то она вот за этой штукой находится и толком не видно. Сквер. Написано труда. Труда. Будьте представлены. Читаю ваши комментарии. Ух, выходил. Ножки устали. Коршун летает. Да, возможно, коршун. Вот это да, дикий волк, Гирибас. Илья Глухов. Опа, на тему привет. Илья Глухов. Привет тебе, Якутска, привет. Что за пляж? Венес Бич или Малибу? Пляж Майами Бич, Якутск. Тут грызет по ребрике. Это грызет, не знаю. Были какие-то водятся. По ночам вылазят, тут грызут. Двери везде. Везде. Смотрите, здесь верите труда. Пожалуйста, на лавочках можно посидеть. Когда блин, кто меня кусает, а? Какая муха меня кусает. Комар, вернее. Впечатление. А, вот. Катаются. Смотрю. Вот эти вот грандулеты с маленькими колесами. Тут, видать, в аренду сделали. Ну, вот так там целая куча. Так, ну что, давайте еще вот туда перейдем. Посмотрим, сколько сейчас вечером. Сейчас время у нас 6 часов 25 минут. Критическое время. Сколько народу в это время. Смотрите, облаков нету вообще. Хотя прогноз погоды мне писал, что какие-то будут облака. Но нету. Облаков нету. Так, можно переходить. Культурно уступают место мне на переходе. Вот здесь вот пункт продажи вот этих штуковин велоэлектротранспортов. Телефон,
здесь дорогу. Дорогу перейдем. Да, ну тут, конечно, надо асфальтик. Зачем я посюда пойду? Я вон посюда пойду. Сейчас мы с вами делаем вон видно, да, речку. Сейчас туда сиганем. Вот чайки сидят. Каждая чайка на своем этом. Раз, два, три. Чайки. Смотрите, здесь чтобы транспорт не мог проехать, вот такие вот штуковины сделаны. Для машин. Не разбивали дорогу. Так, ну, видим, здесь машин не меньше. Начинает ветерок поднимать. Зона спорта, зона питания, вот там вот большая. О, кстати, вот водный мотоцикл Honda, он зацепил, видно, да? Водный мотоцикл. Вот этот, получается, чувак катался, он, видать, он туда, где отвез, в транспорте, на прицепе, и там где-то его спустил и катался. Так, вот здесь вот заходит на пляж городской, здесь устроил городской пляж. Здесь, где, кстати, зимой ледовый парк на Зимовье. Ну, здесь зимой, естественно, все это замерзает. Пляж такой толстенный. Так, ну что, еще раз дорогу перейти, когда я еще вернусь, если не вернусь, а когда вернусь. Может, потом у нас холоднее будет, поэтому нет никакой так, тут ветер будет, кстати, здесь какая-то обмывалка, да? А ноги обмывать. Тут даже зона, где-то можно посидеть. Вот пляж. Сейчас время у нас половина 7 вечера. Молодежь это вообще диковато, да, такие слова, да. Вот пляж городской на 202 микрорайоне. Народу много, купаются. Буйки, чтобы заплывали, или лодочная станция на том. Вот здесь кто-то принимает заказ. Видим. Песочек хороший. Вон там вышка наблюдения. Наблюдение. Кстати, соответственно, вон там дальше я заметил полон. Сегодня, кстати, там проходили какие-то соревнования. Ну, в общем-то, и все. Люди еще, смотрите, подходят, люди подходят еще. Так, кстати, здесь можно проголодать. Туалет хороший. Бесплатный. Здесь бесплатно. Здесь можно есть сколько можно. И вот с этой точки такого весь пляж. И вот смотрите, даже купаются вот здесь вот эти точки с этой стороны, вот до туда. То есть можно дойти, в принципе, чуть ли не до лодочной станции, да, вот по ту сторону. И там даже
гуляем вот здесь вот по этой дамбе, по другой дамбе. Так, еще одна дамба. И здесь мы можем наблюдать речное судно. Речной путь Лена. Или вот эти вот как броня, или как называют, которые ходят паромы. Раньше почему-то рыбаки были вот против водоем, сейчас они не ездят. Что такое длинный? Чувствует, что сегодня день хороший, и будет долго ходить. Я не вам не скажу, какая рыба ловится, какая прилетела на берег. Здесь, естественно, здесь особо-то и не наловить много, потому что здесь зона экспорта, здесь катера стоят, речные судна. Я не думаю, что здесь можно наловить так активно. Зачем там ловить? Закрыл. Ничего не слышно. Тишина. Привет. А, ё-моё. Так, а сейчас как слышно, нет? 18:38. Че я столько времени? Звук пропал, кошка летает. Ё-моё, не читаю комментарии-то. Сейчас слышно, нет? Будьте так любезны, напишите. Надо. Я, к сожалению, только с одним телефоном. Поэтому не могу контролировать качество трансляции совсем. Он даже с детишками там приходит, смотрите. Слышно меня, нет? Ау! Ау! Долго не было слышно, минут 15. Слушайте, я, может, микрофон здесь закрыла пальцем. Я немножечко его, это самое, как снизу придерживаю. Тут как раз дырка. Дырка. Ла-ла-ла-ла, раз. Слышно меня? Ё-моё, блин. Ну, или может быть что-то с трансляцией. Потому, сами понимаете, это же стрим. В общем-то, прямой эфир, все возможно. Тем более я не стою на месте, а передвигаюсь. Теперь слышно. Спасибо, Уфа-Сити. Привет, Уфе. Привет. Вы где сейчас находитесь? В Крыму или в Уфе? Мы в прошлом году, кстати, проезжали на поезде, были в Уфе, заезжали в Уфу, там как бы проездом до Крыма. И я там, помню, заказывал в Уфе какую-то еду с ресторана, потому что была длинная остановка, где-то минут 20-30 или даже 40. И вот на таких длинных остановках можно заказывать заранее, конечно, еду. Вам курьер подвозит прямо к вагону. И вы все что угодно там. Ну, мы заказали, допустим, пиццу, там, вот эти вот суши, это нам привезли. В 3 городах мы в Омске заказывали, в Челябинске и в Уфе. Я помню, в Уфе вышли, это была жара, вообще жара, жуткая жара, градусов 40 где-то.
А в вагоне там кондиционеры работают 25 градусов. И вот выходишь, прямо чувствуешь вот этот контраст. Прямо чувствуешь этот контраст. Да, вот можете полюбоваться. Да, выходит тут 15 минут, то, что я тут болтал, все коту под хвост. Да, ну ничего страшного. Я думаю, нету. Солнце, смотрите, какое у нас еще. Это сейчас уже у нас 6 часов 40 минут. Оно выйдет. Видно, да, как высоко? Поскольку у нас широта 62 параллель, то солнце довольно будет вот так вот высоко идти. Понимаете, да? У нас широта Санкт-Петербурга, даже немножечко севернее, там на градус или сколько. Поэтому у нас тоже здесь можно наблюдать белые ночи. Белые ночи. Ну и в июне месяце, да, вот июле солнце не заходит очень долго. И рассвет, но я могу вам сказать по времени, это где-то закат полностью заходит часов в 11, 10-11, да, вечера, если скрывается. А закат, восход часа в 3 утра уже, 3-4 утра уже восход. То есть вот столько времени. Это в летние месяцы. Солнышко тут у нас практически круглосуточно. А если туда куда-то севернее, полярнее еще улететь, то солнце еще дольше, значит, оно практически не заходит по кругу, так ходит, там нет такого понятия ночь солнечная, оно просто так по кругу ходит и все. Так необычно, когда бываешь в полярных широтах, то есть летом там постоянно солнце крутится, а зимой постоянно ночь, постоянно темнота. Там зимой в декабре вот солнышко на часика два так вот немножко поднимается и потом. Так, да, это в фирменных поездах можно заказывать, когда ехали, смотрели локальные сети поезда, и можно было заказать и с ресторана, и со станции. Да, там комфортно довольно. Уже в Уфе 2 недели назад из Крыма, в сентябре снова в Крым. А хорошо вам. Значит, у вас белые ночи в июне. Да, июнь, июль, белые ночи, потом уже солнце начинает как бы опускаться, и, соответственно, световой день уменьшается. Тут тоже рыбак. Да, качество хорошее, да, я, в общем-то, рад. А вот это все корабли Ленского речного пароходства. Вот здесь вот целая куча их стоит, они туда дальше идут. А вот это краны, это подъемные краны, они еще с Советского Союза стоят, вот такие типа как гуси, да, или жирафы. Это грузовой порт. Как известно, у нас на севере навигация летняя, и за это время необходимо доставить с помощью реки, где это возможно, да, соответственно, груз в те районы, где невозможно, допустим, в другое время, да, завести груз. Там, что завозят? Продукты питания, различные материалы там строительные, бензин, солярку, да все что угодно, все, что необходимо для того, чтобы люди жили автономно где-то на северах в удалении, все завозится, должно завозиться за летнее время. Навигация у нас называется. Если завоз срывается, то сразу, ну, поселок, понимаете, как может, допустим, без соляры там или без бензина он не может прожить, то есть сразу
Это ЧП. Чрезвычайная ситуация. Потому что зимой на севере так просто не проживешь. Вот вам, смотрите, какой пейзаж. С этой стороны мы видим речной порт. Речной порт. Еще советского времени постройка. И грузовой порт. А здесь вот эти баржи. Одна баржа, вторая баржа, толкачи. Ну, кто разбирается в кораблях, в суднах, может более подробно сказать. Вон там какой-то большой корабль. Да, часто по новостям показывают, говорят про окончание начала навигации на Ленах. Да, это портовые краны, как в Крыму. Да, ну они стандарт. Вот эти, я знаю, они с Советского Союза еще стоят. Они такие древние, по-моему. А вот эти вот. Представляете, да, сколько здесь кранов? Еще вон с той стороны какие-то краны стоят. Это уже плавучие. Вот она, акватория, получается, речного порта. Речной порт, насколько я знаю, вот эта пристань его тоже находится сейчас на ремонте, потому что вот эти корабли, они припаркованы сейчас вот к этой дамбе. Вот к этой дамбе, по которой мы идем. Смотрите. Солнышко. Как тут хорошо-то, если вы знали. Там рыбак. Один рыбак, второй рыбак. Рыбачит. А с этой стороны, видать, рыбы нифига нет. Вот здесь вот в этом водоеме. Поэтому все рыбаки вот сюда вот перебрались. Тайничок растет здесь. Ну и вот мы видим, подходим сюда. Здесь припаркованы уже вот эти маломерные суда. Вот видим Метеор. Вот эти на подводных крыльях. Ага, значит, воздушных подушках тоже вот эти вот катера. Просто. Кстати, отсюда можно, вот если вы сюда придете, здесь переправа на ту сторону реки Лена до поселка Нижнего Бестях. Нижний Бестях. Вот смотрите, это, видать, он набрал пассажиров и поплыл. Вот это катер, вот эта лодка. Не, вообще сегодня день шикарный. Вообще шикарный день сегодня. Его надо обязательно где-то вот в Якутске провести на природе. Если у вас есть дача или вот так вот просто выйти вот даже на берег сюда речки, посидеть хотя бы вот здесь вышли, да, вон туда куда-нибудь спустились и посидели. Вообще шикардос. Чем сидеть в 4 стенах каменных. А нет, он просто отплыл. И вот видим Метеор. Метеор, судно на воздушных крыльях. Ух, чайки. Слышно, да? Слышно? Ничего там микрофон не заткнул. Они кружат. Значит, есть рыбка. Ну, что-то у меня в горле вообще пересохло. Я с собой воды ничего не взял. Поэтому приходится идти вот так вот. Так. Пока я сейчас... Подождите. Ладно, наверное, тут мне звонят. Сейчас я... Надо будет мне перезвонить. Пока стрим я завершаю. Так. Тут мне позвонили. Звоночек. Вот тут, смотрите, какие катера. Большие уже, да? Ладно, дойду я тогда вон до туда. Так, пристань ДМ-28.
И вот этот Демьян Бедный стоит здесь. А, вот здесь уже машины припаркованы. Так, ладно, сейчас я здесь завершу. Надо будет мне перезвонить, потому что звонили. Демьян Бедный пристань. Ну, это вот этот теплоход, он прогулочный, туристский, он как раз едет до Ленских столбов, или же можно... О, кстати, смотрите, какие-то здесь новые судна. Вот они такие, Лена Турфлот, вижу я. Вот там, смотрите, катер тоже какой-то приплывает. О, видно, да? Вот эти судна какие-то новые. Не знаю, что за судна, как они называются, но они точно новые. Так, здесь паром. Вот это пристань, вернее, да? Она еще такая древняя, какая-то советская, с каких-то 50-х годов, такое ощущение. Но она до сих пор на плаву. И, в общем-то, функционально свои назначения. Вот он, Демьян Бедный, видно, да? Вот тут получается отсюда. А, он, видно, идет загрузка, кстати. Он готовится, Демьян Бедный, готовится, я смотрю, туда люди заходят, видать, круиз будет. 2- или 3-дневный круиз по линии. Ну, они либо до Ленских столбов, либо более дальний есть круиз, это до Тикси, до моря Лаптевых. И обратно. Есть так, Лена Турфлот, по-моему, да, сайт у них там все эти, если кому интересно, расписание движения. И расписание движения, если кому интересно, и когда туры, цена там покупка билетов на этот лайнер, можно узнать, зайти на этот сайт и узнать. Демьян Бедный. Еще есть Михаил Светлов, но он, видать, его здесь нету, видать, он уже уплыл где-то, с туристами плавает. Вот вторая пристань. ДН-21. Так, все, и мы сейчас выходим. А, вот. Начинается на нем, кстати, надпись, я смотрю, столетие Республики Саха, Якутия, Якутская ССР, вернее, столетие республики. Демьян Бедный. Начинается посадка на теплоход, так что успевайте садиться. Ну, он в круиз по линии, он, смотрите, раз, два, трехпалубный, довольно комфортный. Ну и туда путевки, в общем-то, не дешевые. Так, здесь дамба, надо быть осторожным, пускай проедут. Ну, здесь вот эти маломерные судна, это переправа, здесь вот на скоростных катерах, вот отсюда отдельная пристань. Скоростные катера Якутск, Нижний Вестях. Услуги автобуса бесплатно. То есть получается 500 рублей. То есть вам мало того надо переправиться, надо еще там доехать до самого поселка, или же если вы дальше по железной дороге куда-то плывете, до железной дорожной станции доехать еще, соответственно, от берега. Вот смотрите, какие судна, вот такие катера небольшие, он там видно набил он людьми их, и сейчас поплывет. Здесь вот посадка, причал 4. Здесь тоже пристань, отсюда тоже какие-то
Отсюда марлины плавают. Я смотрю, марлин припаркован. 830. Вот и тут такой вот сход. Так, ну что, ладненько. Буду я завершать трансляцию. Ну, вот сам вот это Ричпорт, вот это здание Ричпорта. Тут я сяду на автобус, и туда выеду. Здесь 8 ходит, поэтому, в принципе, удобно доезжать. Угу. Ладно, давайте. Покедова. Было приятно для вас постримить. Всем пока. Так, как завершить-то? Окей, завершить трансляцию.